Вся организация работы в AutoCAD — это слои. Слои работают по-разному во внешних ссылках, слои работают по-разному в слоях. Ну, плюс вот в работе можно использовать различные возможности заморозки, блокирования тех или иных слоев, чтобы было проще работать. Вот мы смотрим один из вариантов, когда можно одной командой выбрать те слои, с которыми будем работать, а второй отключить обратно. Можно в настройках выключить так, чтобы слой был полностью выключался. Тот, который не нужны, а те, которые мы выбрали, оставались. Можно вернуть так, чтобы была блокировка. У нас есть большой список слоев. Посмотрим. Менеджер слоев. Здесь идут имена, фильтры, свойства. Откроем лист. Создадим на листе viewport. В вкладке вид. Видовые экраны. Кнопка создать. Выбираем 1 и рисуем прямоугольник. Дважды внутри. Можем перемещаться. Подробно вы посмотрите в уроке с листами. А сейчас мы просто выставим, заблокируем, так чтобы больше не сбивался он. Немножко подтянем рамочку. Переместим ее. Откопируем viewport. И поменяем масштаб. 200. Заблокируем. Немножко подтянем рамку. Так, элементы пропали не потому, что там слои выключены, еще что. Это просто аннотативность, которую вы тоже можете рассмотреть в отдельном уроке про аннотативность. Ну, сейчас просто мы выставим масштаб 200 для этого размера, чтобы вы убедились, что размеры на самом деле включены. Вот он есть, отмасштабировался, но это подробно вы узнаете на другом уроке. Сейчас мы выберем для рамок слой DivPoint. Вот, заморозим его на листе. Листик с солнышком замораживают только в одном вьюпорте или только в листе. Эта функция в модели вообще недоступна. Итак, рамки пропали, но зато работать удобно. Дважды также щелкаем, но зато можем зайти. Отключим листик с солнышком на одном из чертежей. Увидим, что на одном элементы есть, на другом нет. Таким методом можно послойно вычертить все, что угодно. И включая и выключая нужные слои, составить несколько чертежей в разных масштабах, по-разному закомпонованы, на разных листах, но с одной модели. Ну или в подшивках, там это уже можно с нескольких файлов и так далее. Пока об этом речь не идет. Также в 2008 версии появилась настройка для каждого вьюпорта или листа, свои настройки каждого слоя. Итак, мы сейчас для слоя стены поставили розовый цвет. Это значит, что только в этом вьюпорте стены будут розового цвета. Или можно заменить, к примеру, тип линии. Поставить ее потоньше и пунктирной. Вот такая организация работы слоев, конечно, может исключить массу повторений в чертежи, ну, соответственно, исключить ошибки механические. Вот кнопка можно просто выключать слои. Та кнопка, которая выключает слои в заморозка. В вьюпортах она отключает листик солнышка. Вот такой маленький нюанс. Разберемся, что такое фильтры.
Фильтры слоев бывают групповые, бывают динамические. Вот это динамический фильтр, который будет сам отбирать данные по тем, которые мы укажем. А групповой вы просто перетащите в него нужные слои, и он будет показывать только те слои, которые вы перетащили. Вот, назовем его видовой. И поставим вот здесь листик с солнышком. Окей. Выделим его. Закрываем. Так, что-то не заработало. А, не там поставил. Сейчас, одну секунду. Да, видовой. Сейчас перенастроим. Видовой. Дважды на нем. Ага, вот тут надо было поставить. Здесь убираем. Можно фильтровать по имени, по цвету, по типу линии, по чему угодно. По тем свойствам, которые вы укажете. Итак, вот в данном случае этот фильтр, который мы настроили, будет скрывать те слои, которые выключены. Это очень удобно, потому что при организации может доходить до 200-300 слоев. Они вам просто не нужны. Группами можно сразу выключать какую-то группу слоев. Вот, поэтому фильтры могут дать очень многое в зависимости от того, как вы будете ими пользоваться. Ну, совместно, конечно, с хорошо настроенными слоями.